Читаем газету «Канаш» от 29 января 2021 года, выпуск 3. Статья «Пресса Великой войны». Название рубрики, посвященной юбилею нашей газеты, предложил Василий Григорьевич Иванов, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии, почетный работник общего образования России, почетный гражданин города Канаша. Василий Григорьевич первым откликнулся на нашу просьбу поделиться уникальными воспоминаниями, архивными фотографиями, связанными с историей газеты «Канаш». Его рассказ посвящен маме, Прасковье Федотовне Ивановой, Федотовой. Вся трудовая жизнь Прасковьи Федотовны связана с канашской типографией, куда она была принята на работу 1 апреля 1943 года. Но еще раньше, в 1941 году, 17-летняя девушка вместе со своими земляками деревни Задние Яндоуши участвовала в строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В память об этом тяжелом времени на шее Прасковьи сохранился небольшой шрам. Девушка во время работы на морозе так замерзла, что заболела ангиной, стала задыхаться. Ее срочно отвезли в больницу, где сделали проникающий надрез, чтобы спасти Прасковье жизнь. Типография в годы войны располагалась в деревянном здании на улице Железнодорожной. Здесь печатали газеты «За коммунизм» и «Сталинский путь», на страницах которых выходили сводки Совинформбюро, материалы местных корреспондентов, раскрывающие рабочие будни предприятий города, района, трудовые подвиги рабочих и колхозников, патриотизм советских людей. Прасковью взяли на работу сначала ученицей, затем перевели в наборщицы. Позже она работала линотиписткой, переплетчицей. С каждым годом повышался ее квалификационный разряд. Прасковья Федотовна становилась опытным мастером, получала заслуженные награды и премии. Дважды ей присваивали почетное звание «Ударник коммунистического труда». Прасковья Ивановна награждена медалями за доблестный труд в период Великой Отечественной войны, за победу над Германией. Типографические служащие в год войны, послевоенное время, жили в бараке на пересечении двух улиц – Лесной и Театральной. Василий Григорьевич вспоминает, как мама уходила на работу к 7, прибегала домой на обед, ей надо было уложиться в 30 минут, разогреть еду, накормить детей и быть на работе вовремя. Уставала, конечно, но была очень заботливой, ласковой мамой для своих 4 детей. Барак – не самое лучшее место для жизни. Туалет на улице, отопление печное. Постиранное белье хозяйки вывешивали сушиться на улицу. Спустя несколько лет работы со свинцом, в которой были отлиты газетные строки, Прасковья Федотовна заболела. Диагноз – свинцовая интоксикация. Исключала работу в типографических цехах. Ее перевели на облегченный труд. Прасковья Иванова стала работать охранником. Василий, как старший сын, провожал маму на работу и оставался там ночевать. Спал в углу на куче обрезанной бумаги. Засыпал под размеренный гул. Тук-тук. Тук-тук. Это работали станки ночной смены. Василию Григорьевичу запомнились большие, в 500 килограммов рулона газетной бумаги. Рабочие их раскручивали и нарезали на станке на газетные полосы. В 1974 году Прасковья Федотовна ушла на заслуженный отдых, нянчиться с внуками. Их любимой игрой были шашки. Умерла замечательная добрая женщина, большая труженица, не дожив до 70 лет. Документы, фотографии, связанные с мамой, Василий Григорьевич бережно хранит, мечтает передать детям и внукам, чтобы история семьи не прерывалась. Судьба его мамы – это судьба целого поколения людей, тружеников тыла, тяжелого послевоенного времени. Добрая им память и наша искренняя благодарность. Автор статьи Светлана Кузнецова. Читал Павел Демин.